Добрый день, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем изучение курса биологии. И сегодня у нас экологическая тема – экосистемы, пирамиды питания и пищевые цепи. Устойчивой во времени единицей жизни является не отдельный живой организм и даже не вид, а целая экосистема, включающая среду обитания и представителей многих видов, так как ни один вид не может существовать вне связи его с другими видами и средой. И только вся эта совокупность может производить и поддерживать жизнь как таковую. Жизнь – это не свойство отдельного организма, а свойство биосферы в целом. Единственные экосистемы воспроизводят матрицы жизни. Ничто, созданное человеком, не в состоянии заменить биосферную функцию естественных экосистем. Все, созданное человеком, на несколько порядков проще, чем самая примитивная живая экосистема. Как говорил великий ученый Кыргызстана Эмиль Джапарович Шукуров. Изначально морфологический состав живой природы и биосферы должен быть сложным. Возможность полного осуществления всех геохимических функций организмов в сфере одноклеточными организмами делает вероятным, что такое было первое проявление жизни. При создании биосферы должно было произойти не в виде появления одного вида организма, а в виде их совокупности, отвечающих геохимическим функциям жизни. Должны быть сразу появиться биоценозы. Ребята, это очень важно. Не отдельный вид, а именно появление сообщества. Жизнь создает условия для жизни. О чем же говорит этот тезис? Мы должны четко понимать, что только естественные сообщества природы создают условия для собственного благоприятного существования. Только ненарушенные естественные сообщества биоты могут быть максимально возможным потенциалом биотического управления окружающей средой. И эти условия, которые создает жизнь, поддерживаются в достаточно узком диапазоне, благоприятным для существования в жизни в целом в течение нескольких миллиардов лет. Итак, какие же услуги нам предоставляют экосистемы, что человек не в состоянии воссоздать? Прежде всего, это стабилизация и регулирование климата на Земле. Развитие и восстановление плодородности почв, включая круговорот питательных веществ, дезоксикация и разложение отходов, поддержание генетических ресурсов как ключевого фактора в создании сортов культурных растений, пород домашнего скота, лекарств, контроль за сельскохозяйственными вредителями и болезнями растений, очистка воздуха, очистка воды, предоставление жилья и строительных материалов, обеспечение пищей, топливом и волокнами, способность приспосабливаться к изменениям, смягчение наводнений, засух, температурных экстремалей и сил ветра, культурные и эстетические выгоды. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на эту карту, которая разработана профессором Эмилем Джапаровичем Шукуровым. Это карта экосистем Кыргызстана. И стоит обратить внимание, что красноватым выделены те участки, где произошло разрушение экосистем. Это антропогенные системы, которые не несут жизнь. Итак, давайте мы с вами будем разбираться с понятиями. В 40-х годах 20 века ученый Сукачев предложил термин биогеоценоз. Что это такое? Биогеоценоз – это совокупность однородных природных элементов, таких как атмосфера, почва, гидрологических условий, растительности, животного мира, микроорганизмов на определенном участке биосферы. В русскоязычной научной литературе термин биогеоценоз долгое время заменял понятие экосистема, которое было предложено ученым Тенсли в 1935 году. Итак, что же такое экосистема? Экосистема или экологическая система – это биологическая система, которая состоит из сообщества живых организмов, биоценоз, среды их обитания,
биотоп, системы связей, осуществляющие обмен веществом и энергией между ними. Это одно из основных понятий экологии. Посмотрите, пожалуйста, на схему. Что представляет собой экосистема? Это совокупность экотопа, это у нас атмосфера, почва, вода, и биоценоза. Это совокупность растительности, животных и микроорганизмов. Природная экосистема должна обладать следующими свойствами. Иметь определенный видовой состав, представленный размножающимися и самовоспроизводящимися внутри границ экосистемы популяциями. Совокупность размножающихся популяций должна быть достаточна для полноценного воспроизводства всей экосистемы. Для естественной экосистемы характерны 3 признака. Экосистема обязательно представляет собой совокупность живых и неживых. В рамках экосистемы осуществляется полный цикл круговорота веществ, начиная с создания органического вещества и заканчивая его разложением на неорганические составляющие. Экосистема сохраняет устойчивость в течение длительного времени. Природная экосистема должна обладать следующими свойствами. Самовоспроизводство экосистемы обеспечивается пространством геосферы, необходимым и достаточным для полноценного самовоспроизводства всех видовых популяций, образующих каждую экосистему. Самовоспроизводящаяся совокупность взаимосвязанных, взаимозависимых, видовых, размножающихся популяций, занимающая необходимую по размеру абиотическую среду обитания, является локальной, естественной экосистемой. Ребята, давайте рассмотрим структуру экосистемы на примере экосистемы горного хвойного леса. Первым элементом является ядро экосистемы. Посмотрите, это главный хищник, он и является ядром экосистемы. В экосистеме горного хвойного леса таковым является рысь. У рыси есть главные прокормители. Это кабан и косуля, а также второстепенные прокормители. И все видовое сообщество, которое питает основное ядро экосистемы. Второй элемент – это периферия ядра экосистемы. Третий – это почва, грунты, воды и приземная атмосфера, а также есть заходящие виды. Давайте еще раз разберем, что же такое ядро экосистемы. Как правило, в наземных экосистемах это одна размножающаяся популяция хищника среднего размера и несколько популяций травоядных среднего размера, круглогодичной добычи главного хищника. Популяции растений – основной кормовой базы ядерных травоядных. Совокупность популяций ядерных видов и определяет границы природной экосистемы. Второй элемент – периферия ядра экосистемы. Это основные, наиболее характерные для данной экосистемы виды растений и животных, имеющих в границах экосистемы размножающиеся популяции. Третье – это заходящие виды. Это представители различных видов, размножающиеся популяции которых находятся в других классах экосистем. И четвертое – это почва, грунты, воды и приземная атмосфера, преобразованная живыми организмами абиотическая среда, которая становится неотъемлемой частью природной экосистемы. Это у нас литосфера, гидросфера и атмосфера. Ребята, под видовой структурой экосистемы понимают разнообразие в нем видов и соотношение их численности или массы. Вот давайте посмотрим. Во влажных тропических лесах на 100 квадратных метров площади насчитывается более 100 видов цветковых растений. А вот в темно-хвойной тайге, это пихтовые и еловые леса, не более 10 видов цветковых растений. Пространственная структура экосистемы определяется расположением в пространстве растительной части биоценоза. Различают наземную и подземную структуру фитоценоза. Размещение растений на разной высоте принято называть вертикальной
пространственной структурой. Давайте посмотрим. Итак, мы с вами совершим путешествие в лес по этой картинке. Что мы видим? Сначала мы видим подстилку. Над подстилкой находится приземной ярус. Далее, на расстоянии от 0 до 2 метров мы можем наблюдать травяной ярус. Следом идут кустарники. Кустарниковый ярус 2-5 метров. И завершает эту структуру древесный ярус. Это деревья высотой от 5-20 метров. Число ярусов определяется условиями обитания. Чем они благоприятнее, тем больше ярусов. В тропических лесах выделяют 5-6 ярусов, а в сосновых и песчаных дюнах 2 яруса. Давайте еще раз посмотрим, что же у нас относится к почве. Прежде всего, это мертвые и разлагающиеся организмы. Также разрушители – это бактерии и грибы. Есть дождевые черви, гусеницы, личинки, мухи, жуки-навозницы, могильники и кроты. Что у нас обитает и кто у нас обитает в травянистом ярусе? Это травы, невысокие растения, птицы, крапивник, бабочки, пчелы, осы, мухи, комары, лесные мыши, полевки. Кустарниковый ярус может быть представлен такими растениями, как бузина, калина, шиповник, малина. Птицы, зарянка, горехвостка, много насекомых. Также древесный ярус. Это растения, дуб, сосна, береза и многие другие. Птицы, сорока, ворона, дрозд, зяблик, синица, дятел, сойка. Есть белки, большое количество насекомых. Подземная ярусность представляет вертикальное отражение надземной, так как чем выше растение над землей, тем глубже его корни пронизывают почву. Ребят, экосистемы бывают не только естественные и бывают искусственные. Давайте посмотрим. Вы видите, что где у нас естественные экосистемы, то поток веществ и биомассы замкнутый, а в искусственных экосистемах он разомкнутый. Давайте посмотрим, какие особенности у естественных и искусственных экосистем. Итак, у естественных экосистем богатое разнообразие видов, у искусственных бедное видовое разнообразие. У естественных сбалансированный круговорот веществ и энергии. У искусственных нет сбалансированного круговорота веществ и энергии. Естественные экосистемы выполняют средообразующие, средорегулирующие функции в биосфере. А искусственные требуют постоянного вмешательства человека для поддержания своего существования. Естественные экосистемы способны саморегулироваться и длительно поддерживать свое существование во времени. К сожалению, искусственные экосистемы не накапливают жизнь, так как не могут длительно воспроизводиться во времени без участия человека. Каковы же отличия искусственных и естественных экосистем? Давайте мы с вами вспомним. К естественным экосистемам, конечно же, относятся болота, луга, степи, береговые пойменные, древесно-кустарниковые заросли, а также нетронутый лес. К искусственным экосистемам относятся пшеничное, кукурузное, овощное и другие поля, огород, сад, парк, лесопосадка. А теперь мы с вами поговорим про цепи питания. Ведь цепи питания тесно связывают все организмы, входящие в экосистему. Они переплетаются друг с другом, нередко тянутся за пределы данного сообщества в соседние или даже отдаленные биоценозы, охватывая большое число организмов, так или иначе зависящих один от другого. Давайте мы с вами посмотрим, как же работает экосистема. Итак, растения получают энергию от солнца. Также растения получают питательные вещества из почвы. И благодаря этому происходит процесс фотосинтеза и вырабатываются органические питательные вещества, которые затем поглощаются травоядными животными и далее по цепочке. В результате этого часть растений и животных отмирает, и они уходят в почву, где
их разлагают редуценты, опять-таки, до неорганических веществ. Также энергия выделяется при разложении и при дыхании этих редуцентов. Что касается круговорота воды, как мы уже сказали, растения получают воду через корни из почвы. Также растение накапливает воду, испаряет ее, она накапливается в атмосфере в виде осадков и обратно выпадает из облаков. Популяционная структура экосистемы. Ребята, на самом деле цепочка выглядит так. И тепловая энергия переходит от одного звена к другому. Итак, Солнце дает энергию продуцентам, продуценты кормят травоядных, травоядные кормят хищников, а хищники небольшого размера кормят крупных хищников. И на всем этом пути с мертвыми организмами работают детритофаги и редуценты. Какие же организмы бывают по способу питания? Прежде всего, это автотрофы, которые осуществляют превращение неорганических веществ в органические. Это у нас зеленые растения, микроорганизмы. Существуют гетеротрофы, которые используют готовые органические вещества. Это у нас грибы, животные, растения-паразиты, микроорганизмы, а также человек. Существуют также миксотрофы, это организмы со смешанным типом питания. Итак, продуценты. Это организмы автотрофы, которые способны создавать органические вещества из неорганических за счет солнечной энергии фотосинтеза или некоторых химических реакций, хемосинтез. Функцию продуцентов в экосистемах обычно выполняют, как мы с вами уже посмотрели, зеленые растения, сине-зеленые водоросли и некоторые виды бактерий. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Вы видите цианобактерии, растения и хемосинтезирующие бактерии. Кто же такие консументы? Это организмы гетеротрофы, питающиеся другими организмами. Среди них выделяют первичных консументов. Это растительноядные животные, например, кузнечики среди насекомых, копытные среди млекопитающих. И вторичные консументы или хищники разных рангов, поедающих других животных. Но также у нас очень важным звеном являются редуценты, разрушители. Это организмы, которые питаются разлагающимися остатками животных и растений. Роль редуцентов в экосистеме чаще играют бактерии и грибы. Они выделяют пищеварительные ферменты на мертвые тела или отходы жизнедеятельности, а затем поглощают продукты их переваривания. Редуценты способствуют минерализации органического вещества, то есть его превращению в простые неорганические вещества, которые используются продуцентами и тем самым вовлекаются в новое путешествие по экосистеме. Редуцентами, как мы уже с вами выяснили, являются бактерии, грибы. Ребята, а это пример трофических цепей. Посмотрите, пожалуйста, в основе лежат продуценты, которые поедаются консументами первого уровня. Те, в свою очередь, поедаются консументами второго уровня. И их поедают хищные животные. На всем этапе, как мы уже с вами говорили, работают сапрофаги и детритофаги, которые разлагают органические вещества, а редуценты превращают их в неорганические вещества. Ребята, а какие же бывают трофические цепи? Трофические значит пищевые. Бывают пастбищные, бывают дендритные. Итак, давайте рассмотрим пример пастбищной пищевой цепи в наземной экосистеме. Прежде всего, это растения, которое поедается насекомыми, которое поедается, например, лягушкой. Лягушка поедается змеей, змея поедается птицей. Пример детритно-пастбищной пищевой цепи в наземной экосистеме – это у нас листовой опад деревьев, который поедается червячком. Червячок, в свою очередь, поедается птичкой, а эта птичка, в свою очередь, поедается хищной птицей. Также пищевая пастбищная цепь в водной экосистеме.
Первым элементом является фитопланктон, который поедается зоопланктоном, который поедается небольшими рыбками, которые в свою очередь поедаются крупными хищными рыбами и другими животными. Итак, ребята, сейчас мы с вами посмотрим небольшой ролик наших экосистем. Итак, высокогорная травяная экосистема. И еще один пример – экосистема орехоплодового леса. Ребята, теперь давайте поговорим про экологические пирамиды. В пищевых цепях при переходе от звена к звену теряется часть энергии, поэтому численность особей каждого последующего звена меньше численности предыдущего. В пятизвенной цепи до 5-го уровня доходит всего 0,1 энергии, поглощенной продуцентами. Посмотрите, пожалуйста, каково основание экологической пирамиды и какова верхушка. Итак, это называется правило экологической пирамиды или правило 10%, которое было предложено Раймондом Линдеманом. Каждый последующий трофический уровень ассимилирует не более 10% энергии предыдущего уровня. На уровне переходит всего лишь 10% энергии. Так, на 1000 килограмм растений образуется 100 килограмм тела травоядных животных, 10 килограмм биомассы хищников первого порядка и всего лишь 1 килограмм биомассы хищников второго порядка. В связи с этим пастбищные цепи питания не могут быть очень длинными и состоят из 3, максимум 6 звеньев. Ребята, экологические системы могут меняться. И это называется экологическими сукцессиями. Итак, что же такое экологическая сукцессия? Это последовательная смена во времени одних биоценозов другими на определенном участке земной поверхности. Давайте посмотрим. Различают первичную сукцессию, например, которая проходит в несколько этапов. В лесной зоне сначала образуется сухой безжизненный субстрат, например, растаял ледник, на нем могут образоваться лишайники, затем мхи, затем однолетнее разнотравье, затем злаки и многолетние травы, кустарники, деревья первой генерации, деревья второй генерации. В степной зоне сукцессия завершается на стадии трав и так далее. Различают также вторичную сукцессию. Этот термин относится к сообществам, которые развиваются на уже существовавших ранее в сообществах. Эта экосистема восстанавливается после разрушения, например, пожара или вырубки леса, засухи на заброшенных сельскохозяйственных угодьях и так далее. Это вторичная сукцессия, то есть последовательная смена одного сообщества на данном субстрате другим, более адаптирован для данных абиотических условий. Ребята, возвратимся к нашему тезису. Только жизнь создает условия для жизни. Обратите внимание, что только ненарушенные экосистемы, они регулируют газовый состав атмосферы, они привлекают осадки, регулируют водный обмен, они формируют почвы, они
формируют климат, они снижают количество стихийных бедствий и так далее. Если экосистема восстанавливающаяся, то она не может осуществлять этих экосистемных функций. Она не способна на это. А разрушенные экосистемы вообще не осуществляют никаких функций, они являются только их потребителями. Экосистемы бывают разные. Вот если посмотреть на орехоплодовые леса, если вы в лесу увидите грецкий орех, яблоню сиверса, коротконожку лесную, сливу сагдийскую, то мы можем говорить, что это зрелое общество. Если мы встретим такие растения, как бузульник, крапива двудомная, щавель конский, роза каканская, то это говорит о том, что это сообщество разрушенное и восстанавливающееся. Посмотрите, пожалуйста, какие же угрозы создаются биологическому разнообразию. Вы видите реку, и вокруг нее растет пойменный лес. Обратите внимание, что если лес присутствует, зона увлажнения очень широкая, и, соответственно, снижаются стихийные бедствия. И если мы в такой пойме найдем таких животных и растений, как ремес, жимолость, горностай, кутора, тростник, кулик и так далее, то это можно говорить, что это не нарушенная пойма реки. А теперь посмотрите, пожалуйста, на другую сторону. Что мы видим? Та же самая река, но она ничего не увлажняет. Зона увлажнения у нее минимальная. Зато она очень глубоко прорезает гору. И именно такие разрушенные пойменные леса могут приводить к стихийным бедствиям, увеличивают количество селей. Как же можно определить? Если вы встретите щавель, чертополох, крапиву, то это говорит о том, что это нарушенная пойма реки. Ребят, наше с вами озеро Иссык-Куль, оно уникально, но мало кто знает, что, оказывается, те заросли болотно-облепиховые сообщества, которые растут по берегам Иссык-Куля, они очень хорошо очищают воду озера. Почему? Да потому что на их корнях находятся полезные бактерии и другие микроорганизмы, как важная часть живого фильтра. А когда мы с вами разрушаем эти сообщества, таким образом загрязнения от населенных пунктов и пансионатов попадают в наше озеро Иссык-Куль. Очень важно обратить внимание, как должна осуществляться деятельность на суше нашей планеты. Перед вами модель 10-30-60. Это оптимальное процентное соотношение территорий для обеспечения экологической устойчивости. Чтобы наша планета была устойчивой, на суше должно быть не менее 60% естественных экосистем, не более 30% сельскохозяйственных территорий и не более 10% урболандшафтов. А теперь посмотрите, есть ли повод для беспокойства? Темно-зеленым выделены те участки, где в настоящий момент произрастают леса. Светло-зеленым выделены лесные сообщества в доиндустриальный период. То есть примерно 200 лет назад. Обратите внимание, насколько уменьшилась площадь лесов. Посмотрите на Африку. Вы видите, что пустыня Сахара, оказывается, была экосистемой лесной. А красным выделены зоны, где сейчас идет наиболее сильное разрушение. Там это зоны растраты жизни. Ребят, еще раз давайте повторим, что является очень важным. Как говорил профессор Эмиль Джапарович Шукуров, жизнь – это не свойство отдельного организма, а свойство биосферы в целом. Естественные экосистемы воспроизводят матрицы жизни. Ничто, созданное человеком, не в состоянии заменить биосферную функцию естественных экосистем. Все, созданное человеком, на несколько порядков проще, чем самая примитивная живая экосистема. Домашнее задание – изучить тему, найти интересные факты про экосистемы. А теперь определите, какие экосистемы окружают ваш населенный пункт. А еще, пожалуйста, распишите трофическую сеть, не цепь, которая начинается с мухи,
Б – с желудя, В – с сине-зеленой водоросли, Г – с пшеницы. Ребят, для того, чтобы вам было интересно готовиться, мы предлагаем вам воспользоваться дополнительными материалами. Вы можете отсканировать QR-код и попадете на сайт, там, где находятся эти материалы. Для вас экосистема пустыни, экосистема орехоплодового леса, экосистема хвойного леса, горная экосистема, экология как идеология, изменение климата и биоразнообразия по Шукурову, цикл передач «Экологично», материалы по биотической регуляции, материалы по сохранению биоразнообразия, выступления профессора Эмиля Джапаровича Шукурова, а также для очень заинтересованных, что такое эмпатическая цивилизация Джереми Ривкина, наука общения и мотивации Денниса Медоуза. Ребят, посмотрите, пожалуйста, где можно найти дополнительные материалы. А я вас всех благодарю за работу. Вы сегодня большие молодцы. И если вы будете восстанавливать и сохранять естественные экосистемы, мы с вами будем жить долго и счастливо. Всем спасибо. До свидания.